Сейчас мы впервые пойдем в Субидей. Но я имею в виду не то, чтобы впервые, скорее впервые за долгое время. И это классно! Сегодня наконец-таки начал работать, вернее сказать, ледовый зал начал работать. Открытие было уже где-то, на прошлой неделе, на днях буквально. И вот сейчас впервые, вот лично я вот за долгое время, наконец-таки посещу это место, да, наконец-таки. Это Братьян 7, и мы начинаем! Сегодня наконец-таки начал работать ледовый зал. Я даже не помню, в каком году он закрылся, ледовый. В каком году он закрылся-то? В 16-м году он, короче, закрылся. То есть, получается, 3 года мы не видели, не трогали Субидей. Вот так он, короче, уже выглядит. Вот. Все тут изменилось. Че, билеты на ледовый здесь берут, да? Людей тут, в принципе, не так уж и много. Но это пока что. Ну, сейчас, короче, все покажем, все расскажем. Время мы взяли на 7 часов, сейчас время 8:40. У нас еще есть 20 минут. Думаю, за 20 минут мы управимся и покажем здесь, короче, все, что-то как. Капец, у меня прям перебирает. Я прям смотрю на это место и вспоминаю все свое детство. И то, как все тут изменилось вокруг. Просто жесть. Сколько нам стоило-то со своими коньками? 150 же, да? 150 рублей, капец. Ага. Да, и там, получается, и универсальный зал работает. Ну, короче, он, значит, полностью функционирует, но, правда, еще в тестовом режиме. То есть они еще смотрят, проверяют, типа, все ли нормально будет. Ну, реально, я очень давно хотел покататься. Я зимой последний раз катался только, вы знаете, вот этих вот хоккейных кроков, которые на улице. Сами дети как бы там оборудовать его. Своими 200. За своими 200 сейчас? А, ну, капец, 200 рублей. Я, помню, за 50 рублей приходил. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, со своими коньками на сейчас. Короче, они там пока делают вот такие вот билетики, такие же, как и раньше. То есть сзади указывают время и ставят подпись. И пишут за своими коньками. Хайда? А, кик. Стой, возьми бахилы мне, а? Капец, значит, теперь уже с бахилами. В принципе, посмотреть, там реально все с бахилами. Чисто прям чистоту поддерживают. Ну, молодцы, ребята. То есть все носят бахилы, все покупают эти бахильчики. И, соответственно, они деньги на всю эту фигню не тратят. Типа тут даже не скамеек, ничего. Ой, простите. Все, наконец-то. А гардероб теперь, смотрите, где переместился у нас, да? Раньше он, короче, был вот по ту сторону, вон там, да? Еще какое-то время он был там, еще спрятан. А теперь он будет находиться здесь. Стилистику полностью поменяли вообще, что это? Просто не знаю, мрамор или что это такое. И пол тоже ведь поменялся. Никаких плиток. Теперь здесь просто какой-то мрамор, да? Жарко? Вот так нормально. Ну, в рубашке мне, наверное, холодно, да, будет? Походу буду мерзнуть. ГГ. Раньше, помню, здесь вот спортивный магазинчик вот тут находился. Не спортивный магазинчик, что-то в этом роде, там какая-то фигня, короче, продавалась. И еще вон там вот, теперь там просто арки какие-то поставили. А вы сумки принимаете тоже? Нет, нет. Ну все, минус. Отдельно ты, короче, берешь... билетик. Уже забыл про билетик. Отдельно, короче, берешь от этого... Там вообще-то этот зал. Кстати, давайте чекнем зал, посмотрим вообще, что, как он там. Ну, короче, все, мне надо это не потерять, а потом обязательно взять еще на ключик от кабинки. Вот тут вот раньше у нас был теперь ледовый, теперь смотрите, что здесь. Ничего не видно. Хотя с полом что-то уже начинаются какие-то новые ремонтные работы, универсальный зал пока еще не работает. Купол поменяли полностью. Так, давайте вот здесь вот проходим, посмотрим вообще, что случилось теперь. Ага, а теперь смотрите, а тут уже так не пройдешь, да? Тут вот женский санузел. Вот тут вот типа проход такой был, и туда вот проход. Теперь все это закрыли, замуровали. То есть сейчас уже не открыть. Тут только санузелы остались. Женский санузел, Что за санузел вообще такой? Я вообще не... Что за МГН? В этой части вот тут остались еще шарики. Тут раньше соловка была. Сейчас теперь тут что? Просто ничего. Наверное, здесь вскоре будет соловка открыта. Будем надеяться. Вот здесь вот тренажерный зал. Раньше, да, таки у нас и было в тренажерном зале, в универсальном с этой стороны. О, вот оно как. Ладно, пока не будем раньше времени заходить. Сначала посмотрим там вот. Надо просто номерочек взять, чтобы открыть кабиночку. Или что, кабинка, это, возьмете этот ключ от кабинки, я просто вам вещи положу. Вот тут выдают вот эти вот. Возьмете, короче, вот это. Так, короче, все, я погнал. Отойдите, пожалуйста. Пол вот здесь совсем теперь другой, то есть здесь, походу, на коньках уже люди ходят. Полностью все вот так покрыли, смотрите, да? Полностью все защищено. Так, а где теперь вход в сам ледовый зал? Самого входа в ледовый зал что-то я не вижу. То есть одна раздевалка для ледового зала. Давайте, обязательно получите. Я там людей, кстати, дофига. Сейчас зайдем в вот этот тренажерный зал, куда мы хотели.
И чекнем, что здесь. Так. Реконструкция Субидея. Ага, ну тут тупо те старые фотографии того, как раньше Субидей выглядел, и тем, каким он стал сейчас. Вот, уже видно, видите, вон. Жесть. Тут даже, знаете, тут даже запах изменился. Он вообще стал другим, этот запах. Так, тут есть тренажерный зал. Ага, вот так вот даже выглядит, ничего себе. То есть тренажерный зал теперь вот здесь находится. Там есть какая-то еще одна часть сверху, не видно. Классно, классно. Тренажерный зал, короче, тренажерный зал теперь здесь находится. Видно, что здесь поменялись сиденья, вот тут, вот видите, посмотрите. Очень много, знаете, вот этого запаха резина, что ли, пахнет. Это, наверное, от пола. Нравятся мне вот эти маленькие желтенькие сиденья. Вот эти вот нормальные, такие удобненькие. Хорошенькие сделали, качественные. Такой, знаете, вот если посмотреть на всю стилистику Субидея, да, вот здесь вот. Ну, в этом зале, в принципе, можно уже что-то делать. Короче, ладно, давайте я схожу, пока переобуюсь, приготовлюсь, пока вот эти там еще встанут. Долго вы будете еще? Не забудьте ключи. Каким он стал наш туалет мужской. Я уже вижу, как множество ТПшек сюда приходят, да, типа, и такие, типа, делают вот эти вот самые популярные вот эти вот селфи, типа мы такие, типа, вот тут вот. А вот они, наши писсуары. Вот они. Короче, это... Дайте мне сделать дело. Я тут камеру... Буян, главное, не обижайся на меня, я просто камеру здесь поставлю. Сейчас приду, подожди. Тут, походу, просто тупо раздевалки. Тут мужская, там женская была. Раньше там можно было теперь пройти. Сейчас посмотрим, что там случилось. Можно ли вот такой вот, типа, вход туда вот, типа, выйти. Слова «выход» здесь нет. По-моему, закрыто здесь, да? А, нет, открыто. Ничего себе. Ничего себе, смотрите-ка, что здесь, да? Помещение главного инженера. Тут, походу, уже стало администраторское, да? То есть, помещение персонала. Вот тут была мужская раздевалка, вот тут была женская раздевалка. Вот отсюда коридор, вход, который еще остался. Тренерская раздевалка. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я просто видеообзор провожу. Если можно здесь я тут просто поснимаю, как раньше. Для кого вы проводите видеообзор? А у нас с Субидеем это согласовано, по крайней мере, я в Инстаграме написал. Вот, я раньше здесь постоянно типа катался, на хоккей даже ходил, вот, и после преображения хотел вот посмотреть, каким Субидей стал. Можно здесь выключить? Да. О, смотрите, это, короче, это хоккейное, да, все? Да. Вот я раньше сам на хоккей ходил. Вот тут, короче, появился вот такой вот нормальный телек. Специально. Вообще зал обширный стал. Специально сделали вот такие вот ящички для хоккеистов, прям специально. Такие огромные, большие, чтобы влезть можно было. Я когда на хоккей ходил, у меня всегда были вот такие вот огромные, знаете, такие щитки, да, вот просто садишься на них, и было просто невозможно. Это было не там, это было там, да. Вообще шок просто. Непривычно, немного задыхаюсь. Некоторые приемчики разучился делать. Но лед стал лучше. Лед вообще стал классный, просто он такой мягкий, прям, не знаю. А что, Дракон, страдаешь? Потом, ага. Ну, короче, ребят, фоновая заставка. Включаем музыку, и мы погнали.
я уже на льду, уже вовсю катаюсь. Я думаю, пришло время рассказать истории. Как раз у нас сейчас по времени еще целых полчаса. Не то чтобы я прям устал, наоборот, у меня еще силы так-то есть. Но я думаю, пока я вот так в свободном режиме катаюсь, я расскажу вам небольшую историю. Ну, вообще, вот хочется рассказать про СУБД и чем он для меня так значим, и как я вообще научился кататься на коньках сам. Впервые я встал на лед, когда я был в первом классе. В первом классе я был в Москве тогда еще. И, короче, дедушка отправил меня в Мега. Это такой торговый комплекс, ну, для тех, кто не знает. И там, короче, был ледовый каток. Именно там я впервые встал на коньки. И просто, знаете, как детский маленький лох, вот я катался где-то на уровне вон того мальчика, вот там вот он упал. А, это девочка. Чисто опираясь на бок и постоянно вот так вот падал. Был я, значит, тогда в первом классе и начал кататься. Я, соответственно, не мог, короче, без руки, без опоры нормально выйти вот так вот свободно на лед. То есть я обязательно, либо я за кого-то держался, либо я держался за что-то, ну то есть за перила. А свободно я не мог кататься. Но в один прекрасный момент, видя, как мой дедушка катается, а дед у меня тогда просто был мастер-класс, он хоть и старенький был, да, но он такие винты крутил, он прям мог взять раз, вот так развернуться, и браво так начинал кататься задом. Вообще, это было очень топово, очень жестко. 50-летний, прикиньте, вот так вот просто берет и начинает вот так вот просто дрифтовать вовсю. Я, соответственно, когда смотря на него, хотел также научиться кататься, и в один прекрасный момент я просто взял смелость, да, и вышел на лед. Просто вот так вот, знаете, оттолкнулся, да, вот так вот просто иду и своими маленькими шажочками. Ну, в итоге я так и научился кататься. Я хочу сказать, что был такой определенный момент, когда я взял смелость, не побоясь упасть на страшный холодный лед. А тогда мне казалось, что лед это действительно нечто страшное, что если я на него упаду, то я себе что-нибудь точно поврежу, пораню или еще что-нибудь поцарапаю. Но набравшись смелости, я смог наконец-таки это сделать и начал кататься. То есть в первом классе. Тогда это был 2006. Да, 2006 год, может даже раньше, ну ладно, не суть. 2005, это был 2005 год. Когда открылся СУБД, это, кажется, уже 2000, то ли в 7-м, то ли в 9-м. Но я помню, что я тогда был в 3-м классе. И это было чисто нонсенс для косылчан, потому что не было тогда ни одного ледового зала. Ну и сейчас, в принципе, нет, да, нигде. Ледовый зал есть только здесь и в кадетском президентском училище, которое тут неподалеку находится как раз таки. Как только СУБД открылся, я начал сразу же ходить, но благодаря тому, что я уже катался 2 года подряд в Москве, у меня уже был опыт в этом, поэтому я катался очень хорошо, даже по отношению к сверстникам и тем, кто были старше намного. Прям постоянно мы приходили на сеанс в 7 часов и 8:30, я это расписание помнил наизусть. И так, короче, продолжалось где-то до класса 5-6. В 5-6 классе, когда дедушка мой сюда меня привел, я, кстати, сейчас катался, что забыл сказать, я сейчас катался все с братиками, с мелкими моими друзьями, постоянно, короче, приходили, катались. Вот, ну вот. А дальше дедушка мой привез меня сюда, он катался, но он уже, когда уже не хотел кататься, не знаю, был тогда уже усталый. Он так же, как вон те люди, сидел на трибунах. Ой, тут класс. Девочка мастер-класс просто показала, так вот так прям сделала вообще. Рядом с ним сидели 2 мужика. Они между собой разговаривали такие, да, и говорят, а я там катаюсь вокруг, и они такие показывают, о, смотрите, этот Дугер, он так классно катает, ой, классно катает. Смотрите, секундочку. Нет. Мне продолжать рассказывать? Да. В общем, таракан тут пытается вовсю, что может, пытается, да. Тебе в этой круге не жарковато, мальчик? Нет, нормально. Держи меня. Держу, давай, сейчас. Пытаюсь помогать переправить людей. Все. И мы продолжаем катание. Пока на заднем фоне страдает буян, я расскажу. Видят меня 2 мужика, которые вот сидят на трибунах, да, рядом с ними сидит мой дедушка. Я тогда катаюсь, кручусь, то есть классно себя показываю со стороны. Они такие, как бы, видите, такие между собой сказать, смотри, как тут пацан классно катается. Они такие видят и как бы говорят, вот нормально вообще пацан катается, вообще четкий вообще. Его бы к нам хоккей взять. А дедушка в это время сидит и говорит, это мой внук. И они такие очень с ним по базаре договорились, и девушка мне говорит, короче, ну все, сынок, завтра ты утром идешь на хоккей. Ты на хоккей пошел? Да, я пошел на хоккей. Я рассказывал о том, как я вообще записался на хоккей. Да, ну я где-то 1,5 года, кажется, или год. На следующий день меня пригласили. Я смотрю, там вот пацаны, хоккеисты, там были мои сверстники, были постарше ребята и помладше ребята. Я приехал, мне, короче, поставили вот на этих местах, где вот этот синий кружочек здесь, и вон там, да, на той стороне, такие конусы. И сказали, сделай 2 круга, как можно быстрее проедься, и в конце, короче, сделай там 1 петлю. Все, я, короче, вот это услышал, такой понял, принял, и поехал со всей дури, что есть сил, мочи. Короче, я проехал, и я оказался очень крутым, да, я не буду все прямо рассказывать, но так и оказалось. Вот, и меня сразу определили в первую команду, то есть в основной состав. Ну и все, и мы катались, тусили. У меня было прям хоккейное снаряжение, клюшка, там, шайбы, хоккейные вот эти вот
коньки специальные. То есть они отличаются от фигурных, и, которые вот тут продаются, да, и специальные хоккейные. Дальше я же просто начал заниматься профессиональным хоккеем. К сожалению, я бросил хоккей, когда я перевелся в республиканский лицей, Тувинский республиканский лицей-интернат, если быть точным. Ну и все, в принципе. Не знаю, зашла она вам или нет. В принципе, блин, мне неудобно говорить, когда приходится вот так вот кататься. То есть постоянно на людей отвлекаешься здесь. Особенно вот на такие, как вот этот вот человек, товарищ. Давайте, короче, вот Давай я тебя буду. офигенные кадры снимем вот так вот. Как вот. Типа, знаешь, да, типа, возьми этот, шоколадку. Мне кажется, еще чуть-чуть, и он может упасть. Аккуратно, аккуратно. Мы, кажется, чуть не врезались. Знаете, такое ощущение, как будто Буян пытается научиться танцевать. Это не получалось, поэтому... Да, в принципе, в принципе, у тебя уже намного лучше, чем было, вот, например, пару минут назад. Давай, короче, ты мне ручку дашь? Не, мне надо было еще больше. Еще сильнее, да? Я, знаете, я всю свою жизнь вот так вот своих друзей вот так вот катаю, вот так вот за ручку беру, да, и вот так вот, да, и вот так вот. Осторожно. Да нормально. Никто не подумает, что это как-то по-гейски. Честное слово, все видят, что ты лох. Мы тебя, короче, до Вики доставляем. Все, давай. Е-е-е. Катай нас дальше, да? Давай, сделай серьезное лицо. Представь, что ты вода. Все эмоции, короче, надо... Давай отсюда, вон до красного. Давай, до сюда, до красного, давай сам. Не берусь. Не опирайся, да. Все, он пошел. Ой, Аккуратно, все, давай. Еще, Вова. Ты вода. Молодец. У-у-у. Чуть-чуть, сколько еще не хватило? Вот столечко. Да давай еще, братан, Буян. Ей! Лайк-тосики. Короче, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео, пишите в комментарии. Всем спасибо за внимание. Что нужно сказать? А что, все, что ли? До свидания. Нет, это не все. До свидания. Вот это упоротость. Ну-ка скажи еще раз до свидания. До свидания. Короче, побудьте вот здесь, следите за мной. Я сейчас приеду. Короче, я умею кататься. На самом деле я тут имитирую это все. Ну, чтобы смешно было. На самом деле я умею кататься. Я аж обосрался. Смотри, что я умею. А ты можешь вообще прям жестко покрутиться? Я раньше умел, но сейчас не могу. Видите, он, короче, коньки не завязал не так, как надо, у него так вот ноги немножко косятся. Все, короче, погналась наша игра, наша маленькая игра. И играем, короче, типа на скорость. Вот так вот выглядит Субиде, вообще реально огромная территория. И там он, короче, прям виднеет эта эмблема Субиде. Жаль, нет трибунного зала. Ну, то есть он как бы есть, да, вон там вот. Но это совсем мало. Как мне вот так вот камеру держу. Все, теперь таракан держит камеру, а значит он вот здесь. У меня уже немного голова кружится, когда так Вот много там делать. пи***нули сзади. Трэш издевательства над этим господином. Знаете что? Когда Буяна дрожали, все хоккеисты дрожали. Вообще мне очень понравился. Ой, мама! Вау. Показывай, как ебется Буян. То, как преобразился Субиде, это очень классно. Имеется в виду, знаете что? Принцип остался таким же, да? То, как мы очень любили Субиде, за что мы его любили, да? Но само оснащение, сама вот эта вот, так скажем так, адаптация, да, новая, просто довольно Ну вообще да. крутая, реально. Вообще, да. Лед стал... Не, мне кажется, самое крутое то, что поменяли. Поменяли, да, просто люди знают, что поток людей в литовый зал намного больше, чем в универсальный. Да. И это очень классно. Сделали огромный зал, он намного больше был, чем зал в Субиде. Я не знаю, на сколько метров, но реально. И тренажерку тоже тренажерку. убрали. Теперь там, знаете, прям очень классное, крутое, круглое, шарообразное пространство. Все, знаете, последние секунды я всегда стараюсь со всей силы, короче, драться. Давай! Ну что ж, ребят, я думаю пока что мы не заканчиваем, но если мы вдруг сейчас закончим на этом моменте, Покажи! ставьте лайки, подписывайтесь на новое видео и увидимся с вами на льду.
короче, пошли переодеваться. Пойдем переоденемся. По традиции обязательно пойдем в кафе «Лето», потому что после СУБД идешь в кафе «Лето». Вот Доминика обрадовалась. Стартуем. Но мы не Летим. заканчиваем. Спасибо СУБДу. Спасибо за все. Полетели, до свидания. Прощаешься уже. Прощаешься с жизнью, да, типа с СУБД моим. Ой, было очень приятно. Все, погнали, полетели. Итак, покатавшись здесь на льду, побывавшись на новом месте, именно в новом месте, несмотря на то, что УСК СУБД уже с 2009 или 2007 года функционирует, не помню точно. Если, кстати, точно помните, с какого даты, напомните, пожалуйста. Вот. В общем, я остался реально доволен. Спасибо СУБД за то, что он так преобразился и стал таким крутым и классом, ребят. Реально, ледовый зал стал больше, круче, все это такое прям оснащенное, обновленное, прям реально на высшем уровне. Ты можешь не шатать камеру, да? Там мой друг подойдет. Да подожди, да нет, да иди сюда. Все. Ну ладно, короче, продолжаю, да? Ну и вот, и... Вот. Ты можешь не стоять, потому что я прям вижу, как ты угораешь с меня. В общем, на самом деле, реально, УСК СУБД... Ты можешь не так упорно. В общем, дорогой УСК СУБД, спасибо тебе за то, что ты классно преобразился, стал очень потрясающим и очень крутым, прям инновационным, я бы сказал бы. Новая твоя стилистика мне очень нравится, и она очень понравится всем козлычанам. Да вообще всей республике она прям офигенно как зайдет. Прям видно, что люди хорошо поработали. Ну, по крайней мере, как я замечаю, деньги никуда не делись. Ладно, это можешь, конечно, не вставлять, но тем не менее, это реально было классно. Спасибо тебе большое. Мы будем тебя еще посещать и посещать. А всем остальным я рекомендую сюда приходить. Приходите, ребята, на лед. Как бы это не реклама, это реально вам совет. Будем кататься на коньках так же, как раньше. Спасибо вам за то, что вы позволили мне вновь ощутить себя ребенком. А также подписывайтесь на Братян 7, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Братян 7 вас любит и ждет, а также приходите кататься в СУБД. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо за внимание.